подкаст, посвященный первому национальному конкурсу «Лидер ESG». Мы недавно привыкли к женскому предпринимательству, но теперь тут появилась приставка «зеленое женское предпринимательство». Женщины становятся лидерами устойчивых изменений, в нашем обществе. Зеленый бизнес, который создает женщина, это не просто нишевая история, это уже часть будущей экономики страны. Цифровые решения для женщин на данный момент и в наше время стали колоссальным открытием и огромным таким драйвером, который движет их бизнес. Наш продукт, который называется Ичкераим, десятки, сотни женщин смогли улучшить свое качество жизни благодаря этому продукту. Здравствуйте, меня зовут Мария Индина, и сегодня мы с вами проводим подкаст, посвященный первому национальному конкурсу «Лидер ESG». И для этого мы специально сменили свою локацию, приехали в гости к Эльдик банку для того, чтобы рассказать вам подробнее об этом конкурсе и о том, как можно принять в нем участие. Но для начала я хотела бы рассказать немножко об этом конкурсе. Этот конкурс проводится совместно Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора, совместно с программой развития ООН, компанией MasterCard и Эльдик банком. Его главная цель – поддержать проекты, которые уже сегодня вносят свой вклад в развитие, устойчивое развитие экономики Кыргызстана, и мы собираемся их поддержать. Для этого сегодня на наш подкаст приглашены Бариева Айзада Джантаевна, начальник Главного управления экологической и климатической политики Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Здравствуйте. Здравствуйте. Координатор проектов по климатической политике и отчетности про ООН Бактыгуль Исабекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Региональный представитель MasterCard в Кыргызской республике Чолпон Муканбетова. Здравствуйте. И, наконец, ESG-менеджер Эльдик банка Рано Эгембердиева. Здравствуйте. Ну, сразу первое, наверное, что хотелось бы узнать нашим читателям, это о том, как будут отбираться проекты. И, конечно, в этом плане хотелось бы сказать, что конкурс проводится по 3 главным номинациям. Это лучший климатический проект года, это лучший зеленый проект в женском предпринимательстве и, наконец, инновация года в устойчивом развитии. И вот тут вот первое, что хотелось бы, наверное, рассказать нашим читателям, вообще как и почему появился конкурс «Лидер ESG». Тут вот хотелось бы самое главное поднять, что на самом деле повестка ESG, она не только мировая, она уже давно пришла в Кыргызстан, и мы видим, что это направление развивается в финансовом секторе наиболее активно. Мы видим, что подключается к этому фондовый рынок, видим, что компании некоторые уже не просто подают отчетность, а раскрывают именно экологическую и социальную сторону. Но вот все-таки конкурс первый. И тут вот первый вопрос хотелось бы, Рано, задать вам. Почему банк решил поддержать эту инициативу и какую ценность вы закладываете, какую ценность вы хотели бы видеть в этом конкурсе? Ну, как и сам конкурс называется, конкурс ESG-лидер, то есть выявить лидера в ESG. Здесь бы я хотела упомянуть касательно Эльдик банка, что если брать финансовый сектор, то Эльдик банк позиционирует себя как раз-таки лидером по ESG в финансовом секторе. И это на самом деле подтверждено многими нашими результатами, как, например, по итогам выпуска нашего отчета по устойчивому развитию мы сейчас получили самый высокий рейтинг по стране от S&P Global, международной рейтинговой организации. Недавно, вот буквально полгода назад, стали первым финансовым институтом, который аккредитован в Зеленом климатическом фонде, и продолжаем поддерживать в целом международную климатическую повестку. Для нас было важно расти не только самим, но в первую очередь мы хотим взращивать наших заинтересованных сторон тоже. В первую очередь это наши клиенты, также это частный сектор. И тут как раз-таки появилась инициатива о том, что мы бы хотели поддержать именно этот конкурс. Мы дополнительно видели, что на самом деле ниша, именно это, она не то чтобы не на национальном уровне, а в целом как таковой не было платформы, где частный сектор мог бы говорить о своих ESG-инициативах, где он мог бы проходить эту вот экспертную оценку и мог на самом деле получать признание от национальных представителей нашей страны. Поэтому наша идея была в том, чтобы эта инициатива была не разовой, чтобы эта инициатива продолжалась ежегодно при поддержке наших
самых основных партнеров в лице Министерства природы, которые ведут в целом всю, дровят национальную повестку по экологии и климату, в лице ПРООН, которые представляют международную организацию и имеют многолетний опыт в устойчивом развитии. Это, конечно же, MasterCard, который является одним из глобальных лидеров по цифровым финансовым решениям. И наша поддержка заключается в том, чтобы быть частью этого нового создания международной платформы. Здорово. Ну, на самом деле, действительно, мы много знаем про Ильдикбанк и знаем, какие у вас есть результаты, в том числе по зеленому финансированию. И приятно, что вы хотите создать именно эту экосистему в Кыргызстане. Потому что пока, честно говоря, конечно, несмотря на то, что мы видим развитие, мы не видим какой-то целостности. И поэтому надеюсь, что вот эта вот инициатива, этот конкурс, он, наверное, соберет единомышленников, людей, которые уже просто не видят бизнес в отрыве от климатической, экологической повестки. И вот тут как раз-таки вопрос, Айзада Джентаевна, вам, как представителю Министерства природных ресурсов, который стоит во главе вообще всей этой повестки, на мой взгляд. Вот скажите, как конкурс, по вашему мнению, может помочь в достижении климатических целей, которые на сегодняшний день ставит перед собой Кыргызстан? И, насколько я знаю, они довольно амбициозные, эти цели и планы. Вот расскажите об этом, пожалуйста. В условиях современных климатических вызовов достижение наших целей, национальных целей, как климатических целей, так и целей в области устойчивого развития требует консолидации усилий как государства, бизнеса и общества. И поэтому особую актуальность в этих условиях приобретают те инициативы, которые направлены на продвижение принципов ESG и поддержку ответственного предпринимательства. Конкурс «Лидер ESG» как раз является тем самым инструментом, который может внести свой вклад в продвижение принципов устойчивого развития среди отечественных компаний. Он также способствует вовлечению бизнеса в достижении наших климатических, экологических целей, а также в реализацию в целом государственной экологической климатической политики нашей страны. И этот конкурс также стимулирует внедрение инновационных решений, создает условия для распространения наилучших практик. Как представитель министерства я также отмечаю, что для нашего министерства очень важно, чтобы устойчивое развитие стало такой основной долгосрочной, стало частью долгосрочной стратегии отечественных наших компаний. И поэтому именно такой подход позволит объединить усилия как государства и частного бизнеса в достижении наших климатических целей. Спасибо большое. И вот тут как раз-таки вопрос про ООН, получается, Бактыгуль вам. И самый главный вопрос, почему международные организации принимают активное участие в развитии таких проектов, как внедрение, допустим, ESG, и что, по вашему мнению, благодаря таким конкурсам, как вот лидер ESG, должно поменяться или может поменяться у нас? Во-первых, я бы хотела отметить, что международные организации, в том числе ПРООН и другие агентства ООН, партнеры по развитию, активно оказывают техническое содействие именно через международную экспертизу, привлечением, также развитием методологии, совершенствованием методологии в области изменения климата, способствуя формированию сильной государственной политики. И понимая, что реализация любой политики, она невозможна только через государственные программы и международные проекты, здесь активное участие необходимо со стороны частного сектора, как драйвера любого процесса, в том числе климатических процессов и экологических в том числе. И частный сектор, как уже Рано отметила, что у нас есть определенный опыт в нашей стране применения ESG-стандартов, и мы закладываем такую идею, миссию для этого конкурса, чтобы
ESG не был как просто отчетность, а именно воспринимался как рабочий стандарт ведения бизнеса. Что же мы ожидаем? Мы ожидаем сделать частный сектор, который использует те или иные стандарты ESG, потому что там много элементов, компонентов, сделать их видимыми. Я уверена, что у нас есть огромное количество предпринимателей, пусть это будет малый, средний бизнес, это не обязательно большие корпорации, которые отвечают по ESG-стандартам, потому что это действительно сложная отчетность, соответствовать международным стандартам. Но мы хотели бы здесь, во-первых, повысить потенциал, также сделать бизнес видимым, то есть определить те или иные элементы, которые использует частный сектор, ну и чтобы целостность вот этого процесса реализации климатической политики, она была с участием частного сектора, финансового сектора, потому что есть, конечно, определенный разрыв, когда мы говорим про государственные программы, международные проекты, и участие финансового сектора может быть не такое активное, или же частного сектора. И посредством этого конкурса мы постараемся достичь этих поставленных целей, и мы вот в такой прекрасной компании, партнерами объединились. Вы видите, все стороны, в основном мы охватили условия конкурса, категории конкурса, все те ключевые компоненты, которые необходимы для продвижения ESG принципов. Спасибо большое, Бактыгуль. Чолпон, ну, вопрос к вам. Вы региональный представитель MasterCard. Компания широко известная во всем мире. Интересное другое, что почему ваша компания решила поддержать ESG-повестку в Кыргызстане? Вот чем это объясняется? Ну, начнем с того, что MasterCard как глобальная финансовая система, в принципе, сильно заинтересована в климатических проектах по всему миру, так как позиционирует себя как компания, которая не имеет эмиссий, то есть мы сами внутри компании, то есть стараемся следовать такому правилу, как Zero Emission. Ну, это вот глобальная такая практика. Соответственно, для нас здесь тоже как бы программа ESG Leader — это такой как бы шанс показать, что на этом рынке мы тоже являемся частью этого масштабного проекта, то есть как бы озеленение, зелень, экология — это все как бы про нас. И мы очень хотели бы, чтобы в будущем это тоже было частью как бы бренда, все-таки коммерческая деятельность. MasterCard в целом видит это не только как экологическую проблему, а как один из факторов, влияющих также и на экономику страны, в принципе, и любой страны, в принципе, потому что это также влияет на качество жизни, на состояние людей, на их также финансовую составляющую, поэтому для нас это очень важный пункт и очень важная часть. Поэтому для MasterCard это все-таки очень важный проект, и наше присутствие здесь как бы как большой шанс участвовать и быть в партнерстве с такими организациями международными, потому что для нас это отличный, огромный и самый крутой шанс, так как это не во всех рынках такое дано. Ну и наш клиент Элдик Банк один из самых лояльных клиентов. Спасибо большое. Ну, на самом деле, эта инициатива, она очень интересная, потому что само по себе социально ответственное ведение бизнеса — это сегодня не просто тренд. Мы видим, что многие молодые предприниматели, многие компании, они в целом вкладываются в это. И хорошо, что сейчас их готовы поддержать в этом направлении. Потому что для многих, если мы посмотрим, помимо того, что в принципе, если ты придерживаешься принципов ESG, ты можешь получить более выгодное финансирование на более выгодных условиях, вот как Элдик Банк стал первым участником Зеленого климатического фонда. Правильно я понимаю, что это открывает возможности как раз-таки к вот этому зеленому финансированию, да, которое предоставляется на более выгодных условиях, и это уже является стимулом для компаний. Но, конечно, я думаю, что не хватает где-то информированности и не хватает где-то поддержки
допустим, тем, кто хотел бы, но не знает, с чего начать. Поэтому я думаю, что вот этот конкурс, он будет еще очень хорошо информационно поддерживать и становиться таким примером, когда ты знаешь, что, например, небольшой малый бизнес там из твоего района стал, там, не знаю, лидером из ESG, и ты думаешь, блин, классно, да, и начинаешь интересоваться, а что это и почему это лучше, чем просто ведение бизнеса. Ну вот как раз-таки хотелось пройти по номинациям, в котором бизнес может получить, так скажем, стать признанным. И это первая номинация, это климатические проекты. Но мы знаем, что после того, как появилась ESG, и после того, как стали появляться информация о зеленом финансировании, каждый второй проект стал заявлять, что он зеленый. Да? Но все-таки вот хотелось бы понимать, что действительно является зеленым проектом, а что, ну не знаю, ну не то что суррогатом, ну может быть и зеленый проект, но не несет в себе какой-то там, не знаю, ну глобальной ценности, да, или ценности для больше, чем за пределами компании. Вот поэтому хотелось бы тут, Айзада Джентаевна, вам все-таки задать вопрос, какие климатические проекты все-таки востребованы в Кыргызстане, чтобы бизнес тоже понимал, к чему стремиться, что реализовывать? Ну, на сегодняшний день Кыргызстан разработал ряд наших стратегических документов климатических. Это прежде всего концепция достижения углеродной нейтральности, определяемые на национальном уровне вклады, а также национальный адаптационный план. Это вот основной документ, в котором прописаны наши цели, задачи на перспективу, да. И что касается проектов, это для Кыргызстана востребованы проекты, которые соответствуют целям и задачам этих документов, а также, если в целом говорить, это проекты, которые способствуют снижению воздействия на окружающую среду, это проекты, которые способствуют повышению устойчивости к изменению климата и внедрению современных технологий. Да. И если по секторам, это проекты, которые направлены на восстановление лесных экосистем, деградированных земель, сохранение биоразнообразия, развитие особо охраняемых природных территорий, развитие возобновляемых источников энергии. Ну, в общем, это те сектора, которые охвачены в наших документах. И для министерства, для такого государственного ответственного госоргана очень важно, чтобы представленные для этого конкурса проекты соответствовали национальным приоритетам в области климатической, экологической политики, охраны окружающей среды и были прежде всего ориентированы на достижение конкретных результатов. И имели вместе с тем потенциал для дальнейшего развития. Мы также заинтересованы в тех инициативах, которые могут стать эффективными практиками и способствовать для достижения наших климатических целей. Ну, то есть зеленая повестка, но все-таки у Кыргызстана она своя, и поэтому мы поддерживаем людей, которые решают или пытаются решить именно задачи нашего региона. Да? Да, конечно. Ну, с другой стороны, это логично, потому что, я не знаю, там у каждого региона, даже сейчас мы видим, да, что свои климатические проблемы, и, конечно, просто там пытаться, не знаю, реализовывать какую-то глобальную повестку, не имея никакого отношения к Кыргызстану, ну, это бессмысленно. Поэтому, конечно, перед тем, как реализовывать проекты, нужно ознакомиться четко с этими планами и понять, где и какой конкретно вклад вы можете внести. Это здорово. Но вот как раз-таки хотелось бы, Бактыгуль, задать вопрос вам. Когда мы говорим о бизнес-модели, вообще о бизнесе, мы говорим о том, что все начинается с сильного проекта. Вот хотелось бы спросить, а вот когда мы говорим о сильном климатическом проекте, ведь тоже все начинаться должно с какого-то бизнес-плана. Вот какие необходимо, может быть, нюансы учитывать при создании такого проекта? Ну да, когда мы говорим про качественный климатический проект, это не просто проект или же бизнес с приставкой «эко». То, что очень часто бывает. И самое основное качество – это этот проект должен быть измеримый. Измеримый проект именно в области снижения выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата. Это могут быть и проекты, связанные с ВИЭ, это энергоэффективность,
Это могут быть проекты, связанные с развитием ВИА, энергоэффективности, засухоустойчивых культур. Это может быть и умное орошение через капельное орошение и, конечно же, защита экосистем. И другое качество, этот проект должен быть практичным. Когда мы говорим, что проект очень хороший на бумаге, он также должен быть хорошо реализуем и адаптирован для наших условий, с нашим рынком, и нести пользу не только для этого бизнеса, для людей и сообщества. И, конечно же, один из таких также ключевых элементов – это способность масштабироваться, когда этот проект можно адаптировать, повторить, распространить дальше. Иногда один хороший, сильный проект может внести вклад и быть началом больших перемен. И если мы говорим в рамках нашего конкурса, конечно же, основная цель – это реализация поставленных национальных климатических целей, о чем Айзада Джантаевна уже отметила. И я бы хотела здесь призвать участников, номинантов, конкурсантов нашего конкурса, чтобы все эти проекты так или иначе были связаны с ключевыми стратегическими программами. Как я уже отметила, частный сектор, он будет драйвером всех поставленных целей. И очень важно, что уже сейчас у нас должно быть одинаковое понимание, по каким критериям оценивается, какой вклад нужно конкретно внести. И мы надеемся, что посредством этого конкурса мы, во-первых, как вы уже отметили, повысим и потенциал, и информированность, и разъясним частному сектору, бизнесу, как усиливать все те процессы, которые у них уже есть, проекты, и сделать его более зеленым, климатоустойчивым. Здорово. На самом деле вы сейчас очень интересную вещь сказали. Когда мы говорим про повестку ESG, ну, по крайней мере, раньше, может быть, года 2 назад, часто сталкивалась с экспертами, когда они говорили о том, что это что-то такое эфемерное. То есть вроде как оно есть, а вроде как его и нет. Вот поэтому то, что вы говорите о том, что эти проекты должны иметь измеримый результат, это на самом деле очень дает такое четкое понимание, как влияет мультипликативный эффект, да, там, допустим, создание какого-то предприятия. Поэтому это будет очень интересно посмотреть на самом деле на эти проекты. И вот как раз-таки я думаю, что тут вот еще Эльдикбанк тоже может внести свой вклад, потому что как финансовый институт вы каждый день рассматриваете, ну, не знаю, сотни, может быть, тысячи проектов, да, там, которым даете финансирование. То есть будет проект или не будет? Точнее, будет ли он поддержан именно вашим банком? И вот хотелось бы спросить, вот если вы получили бы документы сейчас, или пришел бы бизнесмен, который представляет свой климатический проект, на что бы вы в первую очередь обратили внимание? То есть чтобы показало вам, что у этого проекта действительно есть будущее или его нет, например? В целом, вот если мы говорим сейчас про эту номинацию, то по каждой номинации у нас будет формироваться комиссия. Конкретно по лучшему климатическому проекту, тут, конечно же, во главе с Минприроды и ПРООН и с нашими другими независимыми экспертами будет формироваться заключение. Но Эльдикбанк, он бы обращал внимание на два основных фактора. Это его финансовая устойчивость и экологическая устойчивость. Финансовая, насколько его экономическая модель играет в долгосрок, экологическая, насколько его бизнес влияет на окружающую среду и на климат в том числе. И для нас на самом деле это не новшество, потому что, вот как вы сказали, можем привести пример. Любой клиент, который к нам приходит, любой проект, который мы собираемся финансировать, они проходят через оценку наших сильно специализированных экологов специальных. В первую очередь они проводят его через список исключаемых видов деятельности. Если все хорошо, они начинают оценивать его по категориям риска. A имеют высокий риск на их на соответствие экологических социальных стандартов. B имеют средний риск, C имеют низкий риск. Смотря на этот уровень риска, мы уже дальше прорабатываем, если это высокий, то это план по устранению этих экологических и социальных рисков. Примерно логика будет такая же при оценке по номинации «Лучший климатический проект». И банк в первую очередь обращает внимание именно на его экологическую и социальную устойчивость.
Спасибо, здорово. Ну, кстати, вы тоже очень важный момент сейчас сказали. Как бы мы ни говорили, климатический проект, проект, соответствующий ESG, это все-таки бизнес. А значит, финансовая устойчивость должна быть наравне с этим. То есть если это просто какая-то экологическая инициатива, то тогда это экологическая инициатива. А бизнес, он должен уметь и в таких условиях зарабатывать. То есть зарабатывать, при этом соблюдая экологические и социальные нормы, поддерживая какие-то, может быть, мероприятия, поддерживая целую повестку. Поэтому да, вот финансовая устойчивость – это очень важно. И вот тут как раз-таки хотелось бы, Чолпон, задать вопрос вам. Как MasterCard, как крупная компания, успешная компания, мировая компания, как она в себе сочетает бизнес и ESG? Бизнес и ESG, ну, на данное время, правильно говорят, деньги любят счет. Сейчас любая инициатива, в принципе, монетизируется уже, в наше время особенно. Думаю, ни для кого не секрет, что каждый человек уже задумывается о зеленом чем-то, каждый задумывается человек о своем здоровье, то есть на этому всему уделяется очень большое время, достаточно большое время, люди вливают ресурсы, соответственно, это все некий такой как бы круговорот тех же самых средств, денег, в принципе, в экономике. Вот, поэтому на данное время ESG тесно связан с экономикой, с деньгами, с оборотом денег и финансами. То есть, соответственно, здесь есть заинтересованность финансовых структур, также не скрываем и наша. На данный момент, если это смотреть это все как локальный бизнес, то есть если на все это смотреть в масштабах нашей страны, и конкретно, в частности, в масштабах данного проекта, именно женского лидерства в ESG, то это как бы выливается в такой шикарный проект, потому что я знаю, что женское предпринимательство именно на наших рынках, на удивление, очень-очень развито. То есть редко когда можно увидеть, чтобы на рынках женщины так активно имели свой бизнес, это все развивали, и особенно все это развивалось именно в такой зеленой структуре, в таких проектах экологических, связанных со здоровьем. Ну, в принципе, наверное, ни для кого не секрет, женщины более в этом всем заинтересованы. Поэтому это такой как бы, как так назвать, это такой натуральный проект, натуральный выхлоп всего на рынке, всего, чего происходит. Соответственно, да, то есть здесь уже у MasterCard, как и у финансового сектора, есть такая тесная завязка на этом всем и тесный интерес в этом всем. То есть правильно я понимаю, что сейчас сегмент социально ответственного экологического бизнеса, он стал настолько уже довольно большим, что в принципе с ним, получается, для того, чтобы работать с ним, нужно соответствовать этим же принципам? Да, конечно, так как мы все-таки как глобальная компания MasterCard, она знает определенные мировые стандарты. Соответственно, приходя на этот рынок, мы приносим определенные свои стандарты тоже, так как мы оцениваем наш местный локальный рынок в скале с другими международными рынками. Вот. Так что да, это такой как бы ответ, да. Ну, кстати, вы очень плавно нас подвели ко второй номинации, вторая номинация – это у нас «Зеленое женское предпринимательство». Мы недавно привыкли к женскому предпринимательству, активно последние, наверное, 5-3 года оно финансируется, что мы видим, и, кстати, видим колоссальные результаты. Но теперь тут появилась приставка «зеленое женское предпринимательство». Хотя, как мне кажется, я не проводила исследования, но читала зарубежные исследования, и, в принципе, так скажем, моя наблюдательность в силу работы, женщины, они, в принципе, подходят несколько иначе мужчин. И, как правило, если ты видишь там, что женская компания, там обязательно есть какая-нибудь комната матери ребенка, что-то для детей или какие-нибудь стаканчики обязательно экологические. То есть
всегда так было еще до того, как эта повестка появилась, женщина все-таки, наверное, как мать, она заботится как-то о будущем. И, соответственно, пытается внести свой вклад, в том числе, конечно, и в экологию страны. И поэтому все-таки хотелось бы узнать, почему вот сегодня появилась приставка все-таки «зеленое женское предпринимательство», и почему важно поддерживать именно это направление теперь. И вот как раз-таки такой вопрос к вам. Да, почему я поняла, вы меня зеленое женское предпринимательство? Ну, даже можем оглянуться. Мы сегодня все сидим представители женского пола. На самом деле женское предпринимательство имеет двойной эффект. И женское предпринимательство само по себе важно, а когда мы говорим про зеленое, я бы еще добавила климатоустойчивое женское предпринимательство, там двойной эффект. Но первый эффект — это расширение экономических возможностей женщин, второй — это, конечно же, забота о нашей планете, о нашей природе и решение экологических, климатических задач и проблем. А женщины, как вы уже отметили, действительно очень близко видят все проблемы. Иногда такие бизнес-идеи они возникают из потребностей семей, потребностей сообщества, местной экономики, вообще как бы населения и такого глобального даже сообщества. Поэтому идеи их женщин часто практичные, жизнеспособные, и социальным эффектом. И это может быть и переработка экологического производства, это может быть связано и с вопросом энергоэффективности. У нас очень сильные женщины на самом деле в сфере энергетики, зеленой энергетики, но и в других областях, в том числе и в сельском хозяйстве. И когда мы говорим тоже про сферу туризма, то есть мы видим эти гостевые дома, как они продуманы, да, именно в гармонии с природой, все так уютно, и тем самым привлекаем вот именно иностранных туристов. И, конечно, это большой вклад непосредственно в местную экономику. И для ПРООН это было всегда очень, не только когда мы говорим про женское предпринимательство, мы когда говорим о женщинах в климате, у нас все проекты, они имеют определенную маркировку, когда те или иные компоненты, они должны быть посвящены, это уже такая международный стандарт, международная повестка, должны быть определенные компоненты, связанные с женщинами, поддержка женщин. И с ПРООН мы видим женщин не только как получателей поддержки, но и как лидерами изменений. И зеленый бизнес, который создают женщины, это не просто нишевая история, это уже часть будущей экономики страны, когда мы говорим про более справедливую экономику, жизнеспособную и таким мультипликативным эффектом. Спасибо большое. Ну, не могу, конечно, Айзада Джендаевна, не задать вопрос вам. В целом, вот хотелось бы увидеть, точнее, услышать ваше мнение, как вы, как представитель министерства, вообще, какую роль вы отводите женщинам в климатических изменениях в стране? То есть, как вы считаете, насколько проекты, реализуемыми женщинами, могут действительно изменить нашу всю климатическую повестку? Как они могут внести, какой они могут внести вклад положительный? Вы знаете, роль женщин заключается не только в реализации каких-либо отдельных проектов. Мы сегодня заметили, что женщины становятся лидерами устойчивых изменений, да, в нашем обществе. Они создают экологически ответственный бизнес, внедряют инновационные решения и доказывают, что экономическое развитие может идти рука об руку с заботой об окружающей среде. Именно поэтому наше министерство поддержало такую номинацию отдельную. И мы считаем, что такая номинация позволит отметить такие инициативы, поддержать их дальнейшее развитие и вдохновить других на реализацию зеленых проектов в нашей стране. Спасибо большое. Спасибо. Чолпон, вопрос к вам. Вот скажите, а какие возможности сегодня, на ваш взгляд, цифровые решения открывают именно для женщин, которые могут реализовывать собственные дела, там, собственный бизнес, может быть? Вот, стали ли цифровые решения более доступными для женщин, не знаю, или открыли что-то для них? Вот.
Однозначно цифровые решения для женщин на данный момент и в наше время стали очень, даже, я бы сказала, даже таким колоссальным открытием и огромным таким драйвером, который движет их бизнес вперед. Буквально, не знаю, наверное, лет 10 назад, скажем, домохозяйка где-нибудь не могла представить о том, что она может, будучи в декрете, иметь какой-то бизнес, выходить на рынки, выходить элементарно даже на глобальные рынки. Я уже не говорю о локальном рынке. Поэтому, да, цифровые решения на данный момент сейчас, они развиваются и дают такой огромный буст женскому предпринимательству, вообще в целом малому и среднему предпринимательству, но женскому предпринимательству, я бы сказала так, в особой мере, так как все-таки женский подход к предпринимательству чуть-чуть отличается. Среди потребителей, как вы, наверное, знаете, очень много нас, женщин, которые, в принципе, вот, как потребители, мы нуждаемся в определенных продуктах, в определенных услугах, которые, в принципе, могут понять только женщины, как женщина женщину. Вот. На данный момент цифровые услуги и вообще, в принципе, цифровой финансовый, как бы скажем, инструмент очень помогает в этом всем. То есть сейчас не обязательно сидеть и иметь работу с 9 до 6, ходить в офис, ты можешь этим всем заниматься дома, онлайн, предоставлять определенные нужные услуги, мать матери, да, грубо говоря, из серии в каких-то, скажем, глубинках особенно. Многие были до этого отрезаны от этих услуг, то есть, возможно, могли только наблюдать, но участвовать и быть полноценным участником вот этого экономического рынка, вообще взаимоотношений они не могли. На данный момент это все легко, то есть как бы сейчас, мне кажется, особенно вот молодые мамочки, молодые девочки, они не могут представить, что, например, сколько-то лет назад она, например, не могла свою продукцию, скажем, да, будучи дома, делая свою любимую работу, как-то монетизировать. На данный момент сейчас это все легко, и это так красиво. Я сама наблюдаю за всем этим, и просто, вот знаете, вот каждый продукт просто любовь. То, что видно, что каждая женщина, в принципе, монетизирует то, что она любит. Вот, поэтому в этом смысле я бы сказала, что цифровые инструменты именно это просто подарок. Ну, не могу с вами не согласиться. Более того, не только там, несколько лет назад женщина в глубинке сталкивалась с этими проблемами. Я, как человек, работающий с 9 до 6, помню, как у меня была проблема попасть в банк. То есть я не могла открыть карту, потому что банк работает с 9 до 6. И либо приходилось отпрашиваться с работы, что не очень комфортно, потому что у тебя работа. И получается, для того, чтобы открыть банк, это надо было запланировать целый поход в банк в какой-то день, отпроситься с работы, а потом прийти еще и забрать эту карту. А сейчас, конечно, я просто в телефоне выбираю там любой банк, любую карту, и мне ее доставляют еще и в этот день. А есть уже, что прям вот тут вот тебе напечатают, то есть технологии далеко ушли. То есть не только выставлять свою продукцию, ты получил доступ к ресурсам. И как раз-таки вот тут, Рено, хочется задать вопрос вам, потому что часто, сколько форумов я посещала, сколько, не знаю, заседаний там, государственной важности по женскому предпринимательству, всегда была самая главная проблема – доступ к финансам. То есть у женщин был ограничен доступ к финансам. И вот, Рено, скажите, пожалуйста, вот вы как ведущий финансовый институт, скажите, что, насколько сегодня женщине стало проще получить финансирование и вообще как финансовая организация сегодня может помочь женщине реализовать ее, допустим, экологическую идею, преобразовать в действительно успешный бизнес. Потому что, насколько я понимаю, сейчас уже ваш финансовый институт вышел далеко за рамки просто финансирования. Вот расскажите немножко об этом. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, вот в контексте классической экономической модели мы понимаем, что финансовый сектор в лице банка, он имеет ключевую роль в целом в продвижении женского предпринимательства. И это говорит не только о выдаче кредитов, но и создании специальных условий для женщин, специальных, удобных и выгодных условий. И вот взять один пример, это наш продукт, который называется Ишкераим, который создан специально для женщин, которые ведут разного рода бизнес, деятельность. И он выдается под льготную процентную ставку 16% годовых. И по результатам его мы видим
очень большие и значимые для нас результаты. Десятки, сотни женщин смогли улучшить свое качество жизни благодаря этому продукту. Они в разных сферах: торговля, промышленность, транспорт, это даже строительство включает в себя, в том числе и зеленые проекты тоже. Мы на сегодняшний день в совокупности реализовали более 400 миллионов сомов только по этому продукту. И он очень сильно распространен в таких регионах, как Джалабад, Разаков, Кербен, Ноукат. Это наши отдаленные регионы страны. И это говорит о том, что мы не просто создаем условия для женщин, но и, казалось бы, они не находятся в городе и не живут в городе, но именно женщины в отдаленных регионах очень активно применяют наш продукт для того, чтобы развивать свой бизнес. Зеленые проекты в женском предпринимательстве. Хотя, казалось бы, это же не просто женское предпринимательство, да? Тут недостаточно, чтобы просто женщина вела бизнес. Тут важно еще, чтобы акцент шел именно на зеленое развитие. И несмотря на это, казалось бы, должно сужаться, но заявок наибольшее количество. И мое руководство всегда упоминает об этом, что именно этот продукт и именно клиенты женщины — это самые классные и самые ответственные клиенты банка, потому что мы имеем 100% возвратность от них и по этому продукту, чего у нас нету по показателям наших других продуктов. И мне понравилось слово, как сказала Бахтыгуль, что это не только ниша. Но на самом деле женщины — это нишевый сектор наших клиентов, и именно продукт Ички Раим, я могу сказать, что он нишевый на самом деле, и он уникальный. Спасибо большое. На самом деле, женщины всегда были очень активны, и я думаю, что это, конечно, не в обиду мужчинам, но, знаете, говорят, что даже за каждым успешным мужчиной стоит женщина, поэтому мы везде. И классно, что сейчас женщины уже не просто стоят за спинами сильных и классных мужчин, а еще и выходят вперед, и, как я поняла, они, в принципе, у нас скорее всего, станут лидерами ESG-повестки. Поэтому, конечно, на самом деле ответственность колоссальная. Конечно, про женщин это хорошо, но хотелось бы поднять третью номинацию. И она для меня максимально интересна, потому что она связана с инновациями. Инновации года в устойчивом развитии. И тут, конечно, хотелось бы, опять-таки, не просто внедрение каких-то инноваций, как мне кажется, а хотелось бы наших инноваций, потому что я уверена, что наши люди, они не менее талантливые, не менее любопытные и довольно много способны реализовать в жизни, то, что можно, хотелось бы такую инновацию, которая пошла бы из Кыргызстана, родилась бы в Кыргызстане и была бы масштабирована в других странах. Не знаю, мне лично хотелось бы такого. Но тут хотелось бы как раз-таки все-таки задать вопрос, Чулпон, вам первой, чтобы вы у нас открыли эту, так скажем, номинацию инноваций. Скажите, каких инноваций ждет, может быть, ищет MasterCard в Кыргызстане, и какие инновации вы уже поддержали, поддерживаете во всем мире? Может быть, мы что-то сможем взять из этого? Наверное, я вам скажу так, что как таковых ожиданий у нас нет. То есть мы понимаем, что каждый рынок очень индивидуальный. То есть, соответственно, мы не можем применить практики, которые мы применили в Европе, в Саудовской Аравии или еще где-то здесь. Потому что мы все-таки специфичны, у нас своя культура, у нас своя определенная ниша, как хотите называйте, специфика. Соответственно, как я и сказала, у нас и женщины здесь, даже в самой Средней Азии, на рынке Средней Азии, более активные и более, я бы так сказала, смелые. Поэтому я не могу сказать, что мы ожидаем, мы ждем, скорее всего, что возможно, мы ждем творческих таких идей, новых каких-то, которые мы, возможно, могли бы взять здесь и поделиться на других рынках. А в принципе в будущем, позже, так как мы собираемся это поддерживать, в принципе, на постоянной основе, то мы уже будем внедрять и как-то адаптировать, скажем, международные уже с местными индивидуальностями, можно так назвать, или с местным таким нюансом ведения рынка. Какие международные, какой-то международный опыт, применимый к нашему рынку?
Затрудняюсь вам сейчас ответить, так как это что-то такое, знаете, у нас их очень много, но вот так вот, чтобы мы отдельно поддерживали женщин и отдельно поддерживали зеленый, как бы зеленый проект, такого у нас как бы не было. У нас есть по отдельности, но не было такой классной синергии, как бы, вот. То есть это инновация То есть вот сейчас у нас да, здесь уже эта родилась, да, инновация, так она скажем? здесь родилась, поэтому я как бы MasterCard с своей стороны может только понаблюдать, посмотреть и, возможно, даже как уникальный такой проект взять здесь этот опыт и дальше распространять, так как на других рынках это все рассматривается по-разному, там нет такого деления, как женское отдельно, там нет такого деления экология, скажем так, и в Европе в той же самой. Вы же знаете, да, проекты, они другие, то есть у них нет такой проблемы, как у нас. У нас, я сама с Кыргызстана, я сама с Бишкека, я знаю, что у нас проблема очень большая, особенно зимой. Этот смог ужасающий, удушающий. Такой проблемы в Европе или в других странах нет, поэтому у них фокус внимания на чем-то другом. Обычно на чем-то более масштабном, на чем-то другом. Ну, вот как вам сказать, так у них чуть-чуть другие проблемы, да? Вот. Ну, они исходят из своих Из проблем. своих проблем, своей да. повестки. Соответственно, мы не можем взять как бы проекты там, опыт там, экспириенс там и перенести его сюда. Он будет, как бы, зачем сову на глобус натягивать? Вот. Будет отличаться. Будет сильно отличаться, да. Поэтому мы ждем здесь. И вообще, в принципе, я могу даже так сказать, как такое маленькое отступление, это уникальный проект, это две мои любимые темы. Это женское предпринимательство, за что я сама как бы всей душой топлю, вот, и зеленое предпринимательство. Это то, что, возможно, как бы одно из самых больных мест для нашей страны, так как очень многие его упускают, вот, и мне кажется, это прям уникальный проект. Спасибо большое. Бактыгуль, вопрос к вам. Скажите, а как в вашем понимании инновации могут быть связаны с климатическими проектами, вообще с экологическими проектами? Вот немножко про это. Вообще связь прямая и очень сильная. Когда мы говорим про инновации, это, конечно же, новые способы, идеи, как решить ту или иную проблему, задачу более быстро, эффективно, с меньшими потерями. И если мы говорим про климатические проекты, конечно, здесь есть элемент сложности, да, какие именно инновации. И не всегда инновация — это про технологии. Конечно, это в первую очередь про технологии, когда мы говорим про изменение климата, про зеленую экономику, но это могут быть и новые бизнес-процессы, бизнес-модели, это могут быть цифровые решения или же цифровые сервисы. И вот эта связь, она все становится более яркой и более сильной. Но, конечно, для нашей страны необходимо проделывать очень много работы подготовительной, чтобы это все увидеть, потому что, к сожалению, это сейчас не на поверхности. Я уверена, что у нас есть очень много бизнеса, который применяет все эти новые способы, идеи, но вот такой четкой связи, к сожалению, мы не всегда можем увидеть или выловить. Поэтому для нас эта номинация очень такая интересная, загадочная, потому что, возможно, мы ответим на ваш вопрос, может быть, у нас будет национальная модель именно применения технологий, или же применение каких-то цифровых решений в ответ в борьбе с изменением климата, именно с ответственным отношением к природным ресурсам и вообще как бы усиливая и укрепляя ведение бизнеса именно с инновационным подходом. И, конечно, для ПРООН инновация — это не просто такие красивые картинки, красивые презентации, но и решение конкретных проблем. Инновация — это на самом деле ответ на определенные проблемы. И они решают, где этот элемент можно сделать более эффективным, где-то энергоэффективным. Это могут быть цифровые решения именно в части мониторинга, использования воды, использования электроэнергии. Очень много мы сейчас видим, как цифровизация внедряется в большую энергетику, когда используются умные датчики, умные счетчики. Это все тоже как бы элементы инновации. Где-то
вот именно эти решения, они экономят потребление и топлива, электроэнергии, и тем самым тоже имеет эффект снижения выбросов парниковых газов, о чем мы говорим, когда у нас есть поставленные цели в части изменения климата, или же они адаптируются в определенные условия. Как мы знаем, что для нашей страны есть климатические риски, они совершенно разные от региона в регион. И, соответственно, те или иные инновации, как уже Чолпон отметила, не всегда могут быть применены или масштабированы разом для всей страны, для всего региона. И вот здесь для нас очень интересно охватить, вот именно мы призываем участников с разных регионов подавать, потому что именно ваше решение умное, это креативное, творческое, инновационное может помочь другому региону. И здесь мы собрались в таком сильном партнерстве. Этот конкурс, он даст нам не только выявить и сделать видимыми лидеров в ESG, но и в последующем выстроить правильную и политику, и решения, как работать с государственным органом, международным сообществом, финансовым сектором и вот лидерами вот именно в банковской сфере. И так напоследок, вот именно в этой части хотела бы отметить, что недавно вот ПРООН, также Эльдык-банк и Министерство природных ресурсов вместе с Министерством цифрового развития мы проводили молодежный хакатон. И молодежный хакатон, он был в точке, когда мы собрали проекты, связанные с молодежью, климатом и инновациями. И вы не представляете, какое это было удовольствие смотреть, какие были заявки. Было около 128 заявок, 22 команды вышли в финал, и 5 финалистов было, и они сейчас представляют нашу страну в разных регионах, на разных хакатонах, на разных конкурсах. Это были, например, такие решения, как фитоострова для очищения водоемов. Это наша молодежь готовила непосредственно прототипы, это и были примеры и в сельском хозяйстве, энергетике. Мы видели даже в борьбе со смогом. Они приносили во время финала свои прототипы и показывали, как они будут работать и как они дальше будут масштабироваться. И поэтому, как в продолжение, в поддержке именно инновационных решений, мы с удовольствием вот вместе с нашими партнерами организовали этот конкурс для того, чтобы выявить таких же лидеров уже в частном секторе. Здорово, спасибо большое, очень интересно. Ну и как раз-таки, Айзат Джентаевна, я к вам. Самый главный вопрос к вам, потому что, мне кажется, Министерство природных ресурсов, оно все-таки выступает неким заказчиком, потому что вы все-таки, мы изнутри видим, а вы как-то сверху видите эту ситуацию. Поэтому вот скажите, пожалуйста, какие проекты вы хотели бы увидеть среди участников, вот если мы говорим про инновации? То есть где они сейчас, эти инновации нам очень нужны, в каких сферах? Вы знаете, для нас инновации – это не только новые технологии. Мы думаем, что мы хотели бы видеть проекты, в которых мы бы видели новые подходы в решении экологических, климатических задач. Это в решении тех задач, над которыми работает наше министерство. Да, вот это проекты, в которых бы мы видели, что они идут в поддержку, например, на уменьшение выбросов парниковых газов, проекты, которые направлены на развитие переработки отходов, также внедрение цифровых решений. Но в целом это проекты, которые повышают устойчивость к изменению климата. Ну и самое главное, чтобы эти инновации не оставались идеей, а могли работать на практике. Мы бы хотели бы видеть именно те проекты, которые имели бы востребованность в нашей стране и могли быть реализованы на деле. Спасибо большое. На самом деле, я думаю, что идея этого конкурса в целом в том, чтобы мы получили проекты, которые могли бы стать примерами. Ну, учитывая название «Лидер» и ESG, значит, мы предполагаем, что эти компании будут лидерами. Но вот, Рену, вопрос хотелось бы задать к вам. Не могла не обратить внимание на то, что
конкурс ориентирован именно на малый и средний бизнес. Почему не крупный бизнес? Почему именно ставка на малый и средний? Вот могли бы объяснить? Мы вот совместно со всеми нашими партнерами, которые сегодня здесь сидят, при разработке концепции разные варианты продумывали и поняли на тот момент, что крупный бизнес, он имеет в первую очередь финансовые возможности для того, чтобы развиваться, расширяться, говорить о себе. Он имеет общественное признание, люди о нем слышат, уже знают. И он имеет ресурсы для того, чтобы развивать, в целом продолжать и развивать свой бизнес. Но в контексте Кыргызстана именно малый и средний бизнес, они составляют большую часть экономики страны, но при этом имеют наибольшую, они имеют наибольшую способность для того, чтобы легко и быстро внедрять те же самые инновации, те же самые новые решения, те же самые новые бизнес-модели, подходы, если мы будем сравнивать его с крупным бизнесом. Но при этом они имеют наименьший мандат для того, чтобы заявлять о себе на широкую аудиторию. Вот, поэтому концепт всего этого конкурса был как раз-таки направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства именно в этом году, потому что мы хотим, чтобы они рассказали о своих ESG-инициативах, мы хотим их оценить, мы хотим увидеть, что они хотят или что они в целом делают сегодня на рынке, потому что для нас это тоже какой-то опыт. Поэтому малый и средний бизнес, они драйвят нашу экономику, и я думаю, что о них мы должны сегодня говорить и выводить на национальный уровень. Спасибо большое. На самом деле исчерпывающий ответ, я согласна. Ну и плюс, если мы посмотрим на ВВП, то в основном малый и средний бизнес вносит свой вклад, потому что крупного бизнеса у нас не так много пока еще. Но я думаю, что малый и средний бизнес, поддержав его здесь, мы как раз-таки даем начало укрупнению бизнеса, и в будущем эти компании будут превращаться в крупные компании. Но в завершение нашей беседы хотелось бы, помимо того, что уже было сказано, хотелось бы, чтобы каждый из участников сегодняшней нашей встречи сказал несколько слов для того, чтобы призвать все-таки компании, людей, которые сейчас думают о том, стоит, не стоит, вообще, может быть, моя идея глупость и вообще никому не интересна, то есть как-то поддержать и сказать несколько слов для того, чтобы все-таки мы получили эти заявки, увидели их. Вот все-таки, Айзада Джентаевна, давайте вы вот несколько слов, буквально, может быть, не знаю, пожелания. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора приглашает к участию всех компаний, предпринимателей, которые внедряют принципы устойчивого развития, принять участие в этом конкурсе. Независимо от масштаба вашей деятельности, если вы сегодня предлагаете решения, которые направлены на сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и устойчивое развитие, мы приглашаем принять участие в этом конкурсе. Я уверена, что участие в этом конкурсе даст вам возможность обменяться контактами, практиками, самое главное, наилучшими практиками, развития новых партнерств и продвижения инициатив, которые будут способствовать достижению прежде всего наших национальных целей в области устойчивого развития. Я желаю участникам этого конкурса успешной реализации всех инициатив, новых возможностей. И я очень надеюсь, что этот конкурс станет отправной точкой для появления новых проектов, которые внесут значительный вклад в устойчивое развитие и экологическое благополучие нашей страны. Спасибо большое. Бактыгуль, пожалуйста. Со стороны программы развития ООН я бы хотела обратиться всем тем, командам, частному сектору, большому, малому, среднему бизнесу, предпринимателям, которые снижают расходование ресурсов, работают в сфере энергоэффективности, ВИА, устойчивое использование воды. И все те компоненты, которые вы считаете более зелеными, климатоустойчивыми, пожалуйста, подавайтесь, потому что это отличная возможность сделать ваш бизнес видимым, попытаться его масштабировать. И, как я уже ранее отметила, любой хороший пример бизнеса,
или же развитие той или иной отрасли может быть началом больших, хороших перемен. А мы в этом вам поможем. Спасибо большое. Чолпон. Такой проект сам по себе некий показатель осознанности уже нашего населения, нашей страны, готовности, так как такие проекты выходят исключительно на рынках, которые уже достаточно развиты. То есть это тоже, собственно, хороший уровень. И, в принципе, для наших прекрасных женщин это великолепный шанс выйти, показать себя, то есть не побояться и набраться смелости, в принципе, и поделиться своими идеями, потому что очень часто великие какие-то свершения, великие инновации, в принципе, приходят вот от таких вот маленьких людей. Главное не бояться. Так что я призываю всех участвовать в этом всем. Спасибо большое. Рено. Тут, наверное, хотелось бы отметить от Эльдикбанка, что в рамках этого конкурса мы не ищем самый крупный, самый масштабный бизнес или в целом проекты, но я думаю, что мы здесь будем выбирать, отталкиваясь от двух основных вопросов. Какую пользу вы на самом деле привносите в нашу страну? И второе, как вы влияете на экологию и на социальную часть нашей жизни? И тут, наверное, очень важна искренность заявителей, искренность проектов, насколько вы действительно искренне относитесь к экологическим моментам, к социальным моментам, потому что это, наверное, основа из основ. Потенциальным победителем, к примеру, может быть тот же самый небольшой ИПшник, так сказать, который ведет свою деятельность в команде из 2 человек, это может быть и 1 человек, но самое важное, насколько эффективно он ведет свою работу и насколько эффективно он влияет, опять же, на экологию и на социологию. Вот. Я думаю, что наша страна должна знать своих ESG-героев, поэтому подавайтесь. Спасибо большое. Ну, я в завершении беседы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время, пришли, рассказали. И более того, я хочу поблагодарить за то, что вы стали, так скажем, инициаторами такого конкурса, на мой взгляд, очень важного конкурса. Для всех наших слушателей, зрителей я хотела бы сказать, что если вы ведете свое дело, если вы предприниматель, предпринимательница, вам нравится, даже не нравится, вы разделяете принципы ESG и внедряете это в жизнь или хотели бы внедрить, но у вас по каким-то причинам нет на это ресурса, я думаю, что вам обязательно нужно подать свою заявку, рассказать о своем проекте, и, возможно, вы станете победителем. Даже если не станете, то вы в любом случае приобретете опыт, вы получите знакомства, контакты, и о вас узнают институты наши, и я думаю, что в любом случае вас поддержат. Спасибо вам. Подавайте заявки. Всем до свидания.